Эфир продолжает выпуск новостей. В студии Юрий Осипов. Здравствуйте. Вначале коротко об основных темах к этому часу. Якутская транспортная прокуратура организовала проверку на предмет обоснованности повышения тарифов на паромной переправе Якутск-Нижний Бестях. Более 50 детей с ограниченными возможностями здоровья получили помощь на дому от специалистов Республиканского реабилитационного центра. Отражение истории и географических особенностей. В Хандаге завершены работы по установке новой стелы при въезде в поселок со стороны Теплого Ключа. Якутия одержала победу в номинации «Лучшая культурная программа» по итогам выставки «Улица Дальнего Востока», прошедшей в рамках 9-го Восточного экономического форума. Награду вручил полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев главе республики Айсену Николаеву. По информации организатора, выставку «Улица Дальнего Востока», которая была открыта в рамках Восточного экономического форума 2024, посетили порядка 43 тысяч человек. Республика Саха на этот раз представила на выставке концерт «Якутия. Край полярной звезды», концепция которой перекликалась с годом семьи в России. Выступили лучшие творческие коллективы и семейные династии. Были продемонстрированы традиционные танцы и песни. Всего в программе приняло участие более 30 якутских артистов. Помимо концертов они провели мастер-классы, игры на хомусе и якутских национальных инструментах. Якутская транспортная прокуратура организовала проверку на предмет обоснованности повышения тарифов на паромной переправе Якутск-Нижний Бестях. Согласно данным, на 24 октября компания «Паромы Якутии» произвела увеличение цен на перевозку легковых автомашин до 10 тысяч рублей и до 15 для внедорожников и микроавтобусов. Согласно нормативу, установленному Государственным комитетом по ценовой политике Якутии, тариф на легковые машины в период межсезонья должен варьироваться от 1 до 3,2 тысяч рублей в зависимости от массы. Для контроля, мониторинга и при необходимости оперативного регулирования организовано дежурство ответственных лиц Министерства транспорта Якутии. Ситуация на реке с каждым днем, грубо говоря, ухудшается. Это связано уже с низкими температурами и так далее. И на сегодняшний день перевозчикам принято, можно сказать, колоссальное решение о том, что повышение тарифов это отличается от регулируемых тарифов. Хочется отметить то, что на сегодняшний день действительно по данному факту надзорными органами совместно с Роспотребнадзором, транспортной прокуратурой проводятся мероприятия по проверке, ведется наличие документов и так далее, по итогам которых приняты будут определенные меры. Тем временем до 5000 рублей выросла стоимость проезда на судах на воздушной подушке по маршруту Якутск-Нижний Бестях. Пассажиров перевозят с пересадкой на аэроботы. Как сообщил руководитель компании «Леноводсервис» Борис Строев, повышение цен в дальнейшем не планируется. Он отметил, что сейчас на реке обстановка очень тяжелая. Подобная картина была 15 лет назад. Шуга пошла спустя 4 дня после запуска судов на воздушной подушке. Лед начал их рвать словно кинжалом. Перевозка производится ежедневно с 7 утра до 6 вечера. Благодаря грантовому конкурсу «Энергия родной земли», который проводит Иркутская нефтяная компания на территории Мирнинского района, в этом году были реализованы 4 социальных проекта. В прошлом году в Якутии на территории Мирнинского района впервые стартовал грантовый конкурс «Энергия родной земли». Задача конкурса – поддержка социально значимых инициатив в северных районах. В конце 2023 года Иркутская нефтяная компания предложила Мирнинский район в качестве пилотного района из нашей республики участие в грантовом конкурсе, который проводится «Энергия родной земли». Данный конкурс проводился обычно среди иркутских районов, но в прошлом году предложили еще и Мирнинскому району. Очень много заявок поступило, о чем сегодня отметил Владимир Дмитриевич, и 4 проекта вышли победителями данного грантового конкурса. Кроме того, компания поддерживает в рамках соглашения о социально-экономическом сотрудничестве с Якутией родовые общины коренных малочисленных народов Севера и ассоциацию эвенков села Тас-Юрях, социальные проекты в Мирнинском, Сунтарском и Ленском районах. Проектов прошлого этого года, которые, ласточки, которые очень достойно себя показывают в реализации, то участвуйте, это приветствуется.
И суть грантового конкурса, на мой взгляд, это не получение средств, да, это вовлеченность. Иркутская нефтяная компания – независимый производитель углеводородного сырья в России. Компания ведет геологическое изучение, разведку и разработку на территории Иркутской области, Красноярского края и Республики Саха-Якутия. Более 50 детей с ограниченными возможностями здоровья получили помощь на дому от специалистов Республиканского реабилитационного центра. Напомним, социальная организация в прошлом году победила в конкурсе отбора инновационных социальных проектов гранта Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В течение года к семьям с целью проведения диагностики детей-инвалидов с тяжелыми нарушениями развития выезжала междисциплинарная команда в составе врача-невролога, врача лечебной физкультуры, педагога-психолога и учителя-логопеда. При этом большой упор делался на психологическую поддержку семьи и на обучение родителей. Сегодня специалисты подвели итоги работы проекта и обсудили вопросы дальнейшей работы по реабилитации детей. Это первая, конечно, консультация родителей, как это все обустроить и как заниматься с детьми, что при этом предпринимать. И также вот мы ходили по квартирам, посмотрели. Сначала выезжает комплексная диагностика, оценивает уровень развития ребенка, какие точечные моменты его задержки. И также потом консультирует родителей, начиная от того, что как обстроить удобно квартиру, чтобы было всем хорошо. Игры Манчары 2029 года предложили провести в Хангаласском Улусе. Состоялось голосование членов коллегии Минспорта Якутии. Окончательное решение о кандидатуре остается за главой Якутии Айсеном Николаевым. Напомним, игры Манчары 2025 года планируют провести в Татинском Улусе. В селе Этыкёль общее количество участников финальной части составит около 7 тысяч человек. Стоит отметить тот факт, что в 2027 году будет праздноваться юбилей Михаила Ефимовича Николаева, и поэтому проведение игр Манчары в Хангаласском Улусе – это как раз-таки дань уважения, да, нашему великому первому президенту, который оказал невероятное просто влияние на развитие физической культуры и спорта у нас в республике. Поэтому я думаю, что проведение игр Манчары именно в Хангаласском Улусе – это очень символично. В Хандыге завершены работы по установке новой стелы при въезде в поселок со стороны Теплого Ключа. В дизайне нашли отражение история и географическое положение райцентра Тампонского улуса. Дизайн-проект стелы разработан рекламно-производственной компанией «Сван» под руководством Андрея Лебедева. Ее сборка была начата в сентябре, а уже в октябре бригада произвела монтаж конструкции. Но по погодным условиям бетонирование площадки перенесено на весну. В эти дни рабочие провели укрепительные работы и временно засыпали песком. Я демонтировал стелу старую, которая здесь была, Хандыга, вывез ее на объект другой и отсыпал площадку, то есть по заказу Ханги, чтобы поставить эту новую стелу, установить. Тут же предоставил им песок для отсыпки фундамента и также для монолита насыщенного бетона. Синий цвет символизирует речной путь, а белый – автотрассу Колыма, которая пролегает через поселок. Хандыга – ворота на северо-восток Якутии, богаты недрами, поэтому буквы символично высечены из золота. Я сам родом из соседнего села Тополиное, да, и мне очень приятно, что мои земляки будут все проезжать тут и любоваться вот этой стеллой. Ну и другие дальнобойщики все будут, проезжая, смотреть на нее, фотографироваться на память. Также здесь, в данном районе, туризм очень развит. Наверное, это тоже не обойдется стороной. Теперь с двух сторон границ Хандыги стоят новые въездные стелы. Обе издалека радуют жителей и гостей поселка. Мария Винокурова, Хандыга, Тампонский район. Жители села Покровка Амгинского района отпраздновали День села. В рамках мероприятия прошла осенняя ярмарка продажа «Осеннее вдохновение», где активно приняли участие жители села. Также в этот день с передвижной фотовыставкой «История православных храмов в Амгинском районе». Подробности в следующем материале. Многие жители села Покровка Амгинского района считают, что 14 октября, в день Покрова Пресвятой Богородицы, появилось их родное поселение. Поэтому покровчане ежегодно отмечают День села в день Покрова Пресвятой Богородицы.
жители села организовали ярмарку-продажу «Осеннее вдохновение». Также в этот день с передвижной фотовыставкой «История православных храмов в Амгинском районе. 200 лет Амгинской Преображенской церкви» приняли участие прихожане Амгинской часовни имени святого благоверного князя Александра Невского. И в этот праздник мы всегда приветствуем наших новорожденных детей. В этот праздник мы всегда отмечаем тех, кто приехал в наше село. Это то есть нынче у нас новый врач, есть у нас новый учитель информатики, есть у нас новый учитель английского языка. Покровчане ежегодно активно участвуют во многих государственных программах с проектами по благоустройству и развитию своего поселения. С проектом «Мини-парк» в селе Покровка мы будем участвовать сразу в двух программах. Это благоустройство дальневосточных дворов, а также по программе ППМИ. Сам весь большой парк, он будет идти по программе дальневосточного благоустройства дворов. А именно один из объектов, который будет в этом парке, это скейт-площадки, это будет по программе ППМИ. Строительство площадки очень ждут ребятишки села. Популярность катания на роликах и скейтбординга с каждым годом растет среди молодежи и подрастающего поколения. Мы хотим, чтобы у нас была новая скейт-площадка, чтобы мы могли ездить на скейте, на велосипеде, на гироскутерах и на самокатах. Наша старая площадка уже устарела, это более для малышей, и мы хотим новую скейт-площадку. Праздничный день завершился народными песнями и танцами, олицетворяя дух и красоту русского и якутского фольклора. Лия Яковлева, Илья Лыткин, НВК Саха, Амга. В Якутию вернулась многодетная семья Соловьевых, которая стала одним из победителей всероссийского конкурса «Семья года». В аэропорту их встречали представители Минтруда и социального развития республики, а также ресурсного центра «Победа». Они выразили слова благодарности за представление Якутии на всероссийском конкурсе и пожелали новых свершений. Напомню, что кочевая многодетная семья Василия и Елены Соловьевых из Момского района победила в номинации «Семья. Хранитель традиций». В тайге-то, чтобы в тайге прожить, это с утра, конечно, начиная с костра, начиная с воды, это каждый день, каждую минуту надо все равно быть чем-то занятым, чтобы не замерзнуть, чтобы еду себе приготовить. Вот. У всех свои обязанности, все заняты, потому что без этого и себя не прокормишь. К этому часу это все новости. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. Обзор новостей мы продолжим на канале Якутия-24. Оставайтесь с нами.